Ток-шоу «Современная Ингушетия. Динамично развивающаяся республика» или «Горячая точка». Для обсуждения темы в нашу студию на Маховой сегодня приглашены Руслан Султанович Аушев, Герой Советского Союза, первый президент Республики Ингушетия. Наш второй гость – это Иса Магометович Костоев, это нынешний сенатор от Республики Ингушетия. Третий наш гость – Магомед Хазбиев. Он руководитель оргкомитета общенационального митинга. Мальсагова Роза Султановна. Она главный редактор оппозиционного сайта «Ингушетия». Наш правозащитник Александр Владимирович Черкасов. Еще наш гость журналист, это Дмитрий Ясминов, ведущий и корреспондент телекомпании «Рэд». Сегодня мы собрались здесь, чтобы без купюр обсудить то, что происходит сегодня в Республике Ингушетия. И мой первый вопрос адресован всем. Что происходит в Республике Ингушетия? Первое слово я предоставляю Руслану Султановичу Аушеву. Мне, конечно, тяжело в этой ситуации говорить. Почему? Потому что я был президентом, и как бы сейчас все, что я буду говорить негативно, это будет сказать, а вот ты, при тебе тоже было, и, да, и все остальное. И при меня были, конечно, были преступления. При меня были такие преступления, как похищение людей. Но ситуация была другая. Республика только образовалась. В Северной Осетии 70 тысяч беженцев. После Первой Чеченской войны 180 тысяч беженцев. Вторая Чеченская война 280 тысяч пик беженцев. И вот они до сих пор там во многих этих есть. Не было государства, и в стране денег не было. Вот я к чему это говорю? Поэтому правильно понимаете, кому нравится, вот тому нравится, но я буду говорить то, что я знаю со стороны, то, что я вижу, когда приезжаю, и то, что я говорю. Я вот буквально месяц назад был в Нью-Йорке, моя структура относится к определенным структурам Организации Объединенных Наций. В Америке меня все спрашивают, что происходит в Ингушетии. Я говорю, откуда вы знаете? Да мы, говорит, интересуемся, вот там средства идет. Поедешь в СНГ, в Баку, что происходит в Ингушетии? Потому что они спрашивают как президента, конечно, как представителя Ингушетии, который был президентом, вернее. Конечно, это обидно для меня, что везде спрашивают, не спрашивают про депортированных в Северной Осетии, не говорят про беженцев с Чеченской, что у вас там происходит. Если так разобраться, что происходит, то происходит итог федеральной политики на Кавказе. И в том числе Ингушетия. Рвется там, где самое слабо. Сегодня, если говорить про Ингушетию, сегодня как вели до 2 или 3 тысячи внутренних войск в Ингушетии, так они сегодня так и остались, по-моему, да? Да. Остались и там остались. Они же не зашли от хорошей жизни туда. Даже когда были боевые действия в Чеченской Республике, мы не позволяли, чтобы кто-то там выходил. Я как человек военный, дослуживший до генерала, я знаю. Там, где солдат, к сожалению, день он может помогать, 2, но на 3-й день он начинает делать то, что выходит в противовес обычаями, с традициями, в контакт с населением. То ли это водка, то ли это мародерство, то ли еще какое-то, то ли танком наехал на машину, то ли бронетранспортером задавил, и это все превращается уже из бытовухи, превращается в политику. И это количество войск, которое стоит, она в любом случае будет идти туда, куда не надо идти. Это и было и в Афганистане, это и было сегодня в других территориях, где находятся определенные контингенты, которые стоят. Следующий вопрос, который есть, я еще раз говорю, политика. Посмотрите, что происходит по поводу, там, говорят, инвестиционно привлекательного. А где на Кавказе сегодня есть прямые инвестиции иностранные? Назовите мне хоть одну республику, от Дагестана, Чечня, Ингушетия, там и так далее, которые иностранцы приехали и сказали, давайте мы вам вложим на завод, на фабрику. Есть хоть $1? Мне сейчас трудно говорить, я не знаю, может и есть. Но таких инвестиций нет. Посмотрите другие республики, регионы Российской Федерации. Строятся заводы по сборке машин, строятся заводы по сборке там, холодильников, телевизоров. На Кавказе ни одного, в том числе и в Ингушетии. Руслан Султанович, еще один вопрос. Когда вы были президентом в 90-е, в Чечне шла война. И вы все-таки, вам удалось сохранить Ингушетию мирной и, в принципе, спокойной, да? Ну, в сравнении, конечно, с Чечней. Вот как вам тогда это удалось? Сейчас все-таки в Чечне не идет война. Я вас приведу афганский пример. Я был в Афганистане дважды, почти 5 лет. Если бы я выполнял все приказы, которые мне спускались с Генштаба, с Кабула, когда я находился с батальоном, с полком в горах, я бы здесь не сидел бы, и не сидели бы солдаты и офицеры, которые меня командовал. Потому что мне порисовали красиво на столе. Вот выйти, захватить, окружить и так далее. Они рисовали, сидя на карте, в теплых кабинетах. То же самое происходит политика здесь, на Кавказе. Сидят здесь в Москве,
Был Минац, потом другие структуры, и в правительстве, и в других местах, в администрации, департаменты, все. И рисуют вот политика на Кавказе. И если любой руководитель будет выполнять, что здесь делается, он приведет к тому, что пришло вот сегодня на Кавказе. Потому что есть особенность, есть традиции, есть история, есть мины, которые занесла еще история на Кавказе. Это и депортация народов, это русско-кавказская война, это много-много вещей, это религия и все остальное, которое на Кавказе испокон еще так наслоилось. И если любой руководитель будет и есть по каждому поводу, ну тогда ждите еще конфликт. Поэтому приходилось, я шел в открытую, сказал, нет, это нельзя делать. Я сказал, законы нужно выполнять, применять такие парламенту, которые соответствуют нашим обычаям, традициям и все остальное. То есть нужно брать на себя ответственность. Вот эта вертикаль, есть в ней плюсы, но есть и минус. Потому что вертикаль, она ведет к беспрекословному подчинению, несмотря на то, что происходит на самом деле. Потому что есть внизу жизнь, которая немножко отличается от ситуации, в которых в других регионах. Тем более после такой истории, после таких двух войн. Мы говорят, вот у нас говорят, вот Абхазия, все остальное, там Косово, там кровь пролилась. А на Кавказе как она пролилась? Так там ветрами лилась кровь. Две войны, посмотрите. Грозный был какой цветущий город, что с ним сделали? Тоже кровь пролилась, и надо что же учитывать. А потом, к чему эти войны привели? К радикализации. Сегодня на Кавказе, о чем говорят? Идет радикальное настроение. Люди уезжают, с Чечни уезжают, с Ингушетии уезжают. Посмотрите, Европа заполнилась. Иса Пагометович, что сегодня происходит в Республике Ингушетия? Сегодня с обеда не знаю, что происходит. А до обеда что происходило? А до обеда, как все регионы России, Ингушетия существует. Кто работает, кто учится, кто молится. Да? Вот, дети ходят в школу, транспорт работает, предприятия, какие есть, функционируют. Идет нормальная наша жизнь, как в любом другом регионе. Что идет в Ингушетии? Мне вообще сама постановка вопроса, что она, горячая точка или развивающийся регион. Это такой же регион, как все остальные, со всеми характерными для любого региона России и Северного Кавказа региона. Спасибо большое. Что вас, если конкретно какой-то отрасль интересует, я буду рассказывать. Магомед Ну, Хамзатович. если до обеда ничего не произошло, значит, после обеда кого-нибудь своруют или убьют. Знаете, Обязательно. Знаете, на территории России Безразлично, вот сотрудник сведения- он или обычный. вот сведения состояния преступности в России. Вот здесь посмотрите, вы не отпускаю ежемесячно и ежегодно. На Кавказе самая низкая преступность количественно и по особо тяжким в Ингушетии. Посмотрите, пожалуйста, давайте я вам это... Спасибо, Не давайте. буду. Нет, ну зачем? Это же просто посмотрите. Вот посмотрите, вот просто цифра. Вот. Динамика особо тяжких преступлений в регионах России. Южный федеральный округ. Вот первое. Адыгея. 294 за 2 месяца. Второй. Дагестан. 734. Республика Ингушетия 115. Кабардино-Балкария 585. Даже Калмыкия 188. У нас 115. Да, у нас есть громкие преступления, вызывающие общественный резонанс. Мы хорошо знаем, откуда это идет. Это не наше изобретение ингушское. Оно нам привнесенное. И действительно, вот когда совершается покушение на судью, на работника милиции, у которого куча детей дома, и ничего не делал он, кроме того, что пытался защищать закон и порядок в республике, конечно, это вызывает резонанс. Ну а количественно, криминогенная обстановка в республике, она нормальная. Ну, там, наверное, людей не подсчитывают. Как Зязиков сказал, курицу убьют, говорят, человека Наверное, убили. мне Людей задают как вопросы. куриц Давайте считают я, нас, молодой человек, наверное. я вас первый раз вижу, я с Пожалуйста, вами-то не вступал в можно? диалог-то. Если вы мне задаете вопросы, я готов на эту тему обсуждать. Я ответил на тот вопрос, который мне дали. Я хочу теперь задать тот же вопрос Розе Султановне. Что происходит? Прежде всего, насаждение вооруженных структур раскололо народ на две части. То, что называется сегодня власть и оппозиция. Отсюда масса проблем, которые возникают. В частности, это бессудные казни, похищение людей. Это произвол чиновников и военных структур в отношении мирного населения. И полное бездействие властей по расследованию преступлений и обнародованию их. Спасибо. Дмитрий.
ваша версия? Ну, я отчасти согласен с тем, что сказал Исам Магомедович, кстати, что действительно Республика Ингушетия, да, есть там стороны жизни, которые динамично развиваются, но есть и такие происшествия, как сказал Исам Магомедович, которые имеют общественный резонанс. Именно поэтому мы и обратились. Я не могу сказать, что там какой-то высший уровень преступности, там уличных краж или каких-то нападений уличных, но при этом вот эти преступления имеют общественный резонанс, те, которые происходят. Похищение людей не так часто происходит. Да? Выступления народа и разгон этих выступлений ОМОНом, наверное, в Москве мы только такое видели. Александр Владимирович. Ну, я благодарен Насиму Магомедовичу за то, что он привел статистику, но мы должны понимать, что этого рода статистику мы должны соотносить с размером и с населением региона. Ингушетия, она меньше любого московского административного округа по населению. Кроме того, учет преступлений, он тоже ведь по-разному идет. Да? Вот, насколько я понимаю, когда коллег Дмитрия и моего коллегу хитили там, с мешками на головах, угрожали расстрелом и так далее, потом прокуратура возбудила уголовное дело по каким-то очень нетяжким статьям. Так что статистика лукавит. Ну и, наконец, убийство 6-летнего мальчика в ходе контртеррористической операции в Чемульге, ну, согласитесь, это чуть-чуть слишком. А когда сотрудник военной прокуратуры с фамилией Тупов пишет бумагу так, что якобы можно подумать, этот мальчик террорист, отстреливавшийся из автомата, тут, согласитесь, есть некий повод для возмущения. Да, слава богу, Ингушетия не горячая точка, там нету открытых боевых действий. Но по интенсивности насилия сейчас Ингушетия самая горячая точка на Кавказе. Можно я вас, пожалуйста, прерву? У нас сегодня присутствуют депутаты Народного собрания Ингушетии. Я думаю, что им есть что возразить или добавить к тому, что сказали уже наши гости. Вы все являетесь свидетелями, когда в Соединенных Штатах Америки в ноябре месяце состоялся Джеймстаунский форум. На этом форуме обсуждались вопросы, связанные с Кавказом, и первым вопросом стоял о ситуации в Ингушетии. Видимо, Бушу и Соединенных Штатах Америки больше нет проблем, чем обсуждать проблему, связанную с Ингушетией, с Кавказом. Целенаправленно поставлена цель для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе. Непосредственно сегодня есть интересы Соединенных Штатов Америки на Кавказе, и более 400 миллионов долларов выделено, и по средствам массовой информации, у меня есть материалы, более 40 миллионов выделено для 3 республик, чтобы дестабилизировать это Дагестан, Ингушетия и Чечня. Вот сейчас мы все вместе посмотрим фрагменты 2 фильмов. Один — это фильм Сергея Слепцова «Возвращайтесь, земляки». Этот ростовский документалист, он снял несколько лент об Ингушетии. Одна из них, которая называется «Всадники». Экземпляр этой ленты был подарен Муратом Зязиковым Владимиру Путину. И второй фильм — это фрагменты репортажа Дмитрия Ясминова «Тейп несогласных», который был в эфире 16 марта. Мне кажется, что все-таки вот эти 2 фильма — это таких кардинально разных точки зрения, и с ними стоит познакомиться. Дата века огневой, и не каждый из нас воротился домой. В Ингушетии задумались о будущем. И не просто задумались. Здесь создана государственная программа по возвращению тех, кто вынужден был уехать с Кавказа в горькие годы. Мы здесь находимся, не боимся, ничего, ингуши уважают. От всех грузинам большое вам спасибо за все. Христос воскрес! Воистину воскрес! Я противник мононациональной республики. Это мононациональность, когда одна национальность. У нас сегодня была, есть и будет многонациональная республика. Я вам могу с огромным таким вот, с Божьей такой благодатью, с Божьей хорошей такой вестью сообщить, что сегодня у нас свернулось 27 русских семей. Я сегодня около 200 заявлений из Астраханской области, из Волгоградской, из Краснодарского края. Я сделаю все, чтобы эти люди вернулись назад, потому что это их родина. Здесь все святое, что связывало этих людей. Это наши люди, это наши граждане. Я буду помогать и буду вашим помощником во всех ваших начинаниях.
Мне могут возразить, в республике после всех потрясений и перекосов последних лет обеспечить жильем, а главное работой, сотни возвращающихся людей, да, это ох как непросто. И все-таки. Когда возник вопрос о возвращении в родную республику, мама с папой сказали о том, что есть такая возможность, что в республике проходит программа по возвращению русскоязычного населения с предоставлением жилья. Но для этого нужно вернуться в республику, написать заявление о том, что мы желаем вернуться, и, естественно, устроиться здесь на работу и начать обычный образ жизни, который здесь ведут все люди. Работать для республики, жить для республики, воспитывать детей и так далее. Вопрос о том, желаю ли я вернуться в республику, никогда не возникал, потому что я всегда хотела вернуться на родину. Рабочий день президента Ингушетии расписан буквально по минутам. И это интервью нам удалось записать во время официальных мероприятий. Впрочем, событие для Ингушетии знаковое. В Назране начал работу возрожденный, а по сути новый завод электродвигателей. А значит, еще 400 рабочих мест. Приезжают очень много хороших специалистов, люди, которые здесь имеют столетнюю историю, люди, которые связаны с Ингушетией, и люди, которые никогда больше отсюда уезжать не будут. Вот это самое важное, потому что мы, граждане России, мы не можем быть гостями в собственном доме, понимаете? Это наша страна, это наш народ, это наша великая Россия, и мы должны понимать, что мы все, только все вместе сможем вывести вперед и решить все проблемы, которые сегодня стоят перед страной. Мы сегодня решаем проблемы людей, которые живут у нас в Ингушетии. И вот даже если брать беженцев, не потому, кто какой национальности, подход божеский, человеческий и, самое главное, душевный. Они шли по улицам, уже зная, что впереди их ждет ОМОН. И бутылки с зажигательной смесью приготовили заранее. Впервые недовольные в Ингушетии не стали уходить в лес. Они вышли на улицу, чтобы потребовать у Кремля разобраться с коррупцией в республике и положить конец загадочным похищениям людей. А заодно на этом январском митинге оппозиция хотела отомстить силовикам за жестокий разгон другого выступления еще в ноябре 2007-го. Эта картинка с мобильника как будто старается убедить нас в нереальности происходящего. Тогда никто не верил, что ОМОН откроет огонь. Меня стреляли, всех стреляли, попали с боевого Макара. Бьют. Лопать, ведь я снимаю. Бесшумно пронеслась толпа митингующих, и неслышно бьются камни об ОМОНовские щиты. Через закрытые наглухо окна машины мы видим все как в немом кино и можем сами стать героями этой картины. Если мы выйдем, нас сразу же заберут. Эти кадры ни в коем случае не должны были попасть в эфир. 300 человек с привокзальной площади в Назране ОМОН разметал за 15 минут. Официальные новости даже попытку проведения митинга назвали массовыми беспорядками. Выступая на пресс-конференции в Москве, президент Ингушетии Мурат Зязиков рассказал о таинственных силах, которые пытаются раскачать обстановку в республике. У нас личных врагов, вот в том понимании, как вы спрашиваете, там 1937 года нет и слава богу не будет у нас. Таких врагов у нас нет. У нас есть недоброжелатели, которые сегодня, не хотят они сегодня республику видеть. Кто? Фамилии, да, можно?
Кто имя у этих внешних сил? Резко повалили на пол, просили заложить руки за голову. Я лег, заложил руки за голову и сказали: на нас не смотри. Все люди были в камуфляжах и в масках. Назрань, гостиница «Аса», 2-й этаж. Здесь в ночь перед митингом произошло самое громкое похищение в новейшей истории Ингушетии. Неизвестные похитили из гостиницы правозащитника из общества «Мемориал» Олега Орлова и съемочную группу нашей телекомпании. Еще остались следы следственных действий. Вот по этому коридору босиком. Еще не успев оправиться от побоев, корреспондент РЕН-ТВ Артем Высоцкий и его оператор, люди в масках, выводили их прямо через главный вход. Вот так держались, задыхались и нас так вели. 4 похищенных неизвестные вывезли в горы. Там еще раз избили и угрожали расстрелом. Их оставили босиком на снегу, но главное, отснятые кассеты и вещи из номера бесследно исчезли. Оружие ингушской оппозиции пугающе грохочет по асфальту. Вслед убегающим летят палки. ОМОН начал зачистку поля боя. То, что митинг провести им так и не дадут, они, кажется, знали заранее. Зажигательные смеси. На этих кадрах видно, как из дворов подносят еще и еще. Оппозиция просит огня. Где вы берете? Прошу прощения, но сейчас мы не будем высказываться о том, что мы увидели. Продолжим. 8 августа 2007 год. Карабулак. Сотрудниками неустановленных силовых структур похищен Ибрагим Газдиев. 9 ноября 2007 год. Село Чемульга. При проведении спецоперации сотрудниками ФСБ застрелен 6-летний Рахим Амриев. 30 января 2008 год. Село Сурхахи. Сотрудниками российских силовых структур были убиты 2 местных жителя – Джабраил Муцольгов и Рамзан Нальгиев. По их машине был открыт шквальный огонь. 1 февраля 2008 год. Назрань. Неизвестными расстрелян Юсуп Чипанов. Он возвращался из мечети после пятничной молитвы. Эти данные я взяла из бюллетеней правозащитного центра «Мемориал». Можно было сказать, сколько им лет? По 18, по 17, по 19 лет. И Было бы хорошо, если вы сказали, сколько им лет. И таких случаев по Ингушетии десятки. Я хотела бы узнать у нашего правозащитника, сколько сейчас в Ингушетии, по вашим данным, без вести пропавших людей. Людей ведь похищают не инопланетяне, и не боевики, и не сами они себя похищают. Это делают сотрудники федеральных силовых структур. Иногда их имена становятся известны. Слушайте, мы же не лекцию сюда собрались. Десятки по числу похищений людей, совершенных сотрудниками федеральных и местных силовых структур, в соотношении с населением республики, в прошлом году Ингушетия обгнала соседнюю Чечню. В сумме это за последние годы больше 100 человек точно. Называются большие цифры, но они недостоверны. Можно я вас прерву? Иса Султанович, вопрос к вам. Вот Магомедович, прошу прощения. Похищение людей, да, вот убийство ребенка, это факт, да? Это может стать достойным, так сказать, основанием того, что в республике идут возмущения? На территории Ингушетии совершаются похищения людей, в том числе даже я знаю случаи, когда похитили работника прокуратуры. По этому вопросу первым тревогу стал бить я, как сенатор, как человек, отдавший 35, почти 40 лет борьбе с преступностью и расследующий самые крупные дела в нашей стране. Случай с Амриевым находится на особом контроле. Дважды попытки переквалифицировать на неосторожное убийство генеральный главный военный прокурор страны отменил, дело находится на следствии. По ряду других дел, которые совершены там и похищаются, я действительно подозреваю, что здесь существует, я могу различить по опыту похищение с целью получить взятку, вымогая выкуп за него. Я могу различить, когда речь идет на почве личной кровной мести, я могу различить похищение, исходящее от каких-то официальных структур. Такое подозрение у меня есть, и с этими вещами я воюю.
Исам Магомедович, но похищение происходит. Я им говорю, похищение, я еще раз говорю, я подозреваю, что некоторые из этих похищений связаны с силовыми структурами и требую расследования этих вещей. По моим подсчетам, в общей сложности получается порядка 39-40, где я действительно подозреваю, что такое имеет место. Если у человека похищают сына, он Я вам имеет еще право... раз, он имеет право прийти пожаловаться власти и добиваться восстановления справедливости и найти людей, а митингами, гранатами, зажигательными бутылками вопрос не решишь. Вот посмотрите. Посмотрите, вот то, что вы показали. Вообще, сама по себе вот этот сюжет с его автором можно осудить за разжигание межнациональной розни, когда особенно идет речь, что русских там убивают, выгоняют и так далее. Вот посмотрите, откуда это началось. Вот это из сайта РУ. Для участия в митинге, который состоится в Назрани, вылетели 100 человек. Да? Среди вылетевших на родину бизнесменов и тех, кто финансирует благотворительную акцию, которая завтра состоится в Назрани. Во время митинга людям будут бесплатно раздаваться билеты, которые обеспечены призами. 300 оплаченных путевок в Мекку, 15 автомобилей, 100 телевизоров, 100 компьютеров, 100 ноутбуков и 1000 сотовых телефонов. Вот под этими вот делами созвали этих людей туда, и вот это сотворили, а теперь на весь мир прославляют. Магомед Хамзатович, но ведь это факт, что митинг должен был совпасть с некой бесплатной лотереей. Это сознательно было сделано? Я не в курсе, какая лотерея там должна была быть и что. Я за 2 дня до этого митинга только выехал и приехал туда. Я вообще не входил в оргкомитет митинга. Я 24 числа выехал с Краснодара, прочитал обращение Макшерипа Аушева. Я приехал туда и стал рядом с этим человеком, который мне объяснил. Мне не нужны были его объяснения. У меня и так болело сердце за обстановку, которая там находится. Я нашел такого же человека, у которого также болит внутри, и он не как трус, сев дома, обсуждает ситуацию. Те же люди, которые работают сегодня с Зязиком, выходят от него и на кухне за чашечкой чая обсуждают его. Те же, его же люди, которые с ним работают. Я с ним не работаю, он мне не нужен. Я ингуш, я не лидер оппозиции, я не оппозиционер, я ингуш, который сегодня болеет за обстановку, она коснулась и моей семьи. Нальгиевы, которые вы прочитали, это мои, я из рода Нальгиевых, там же и Хазбиевы есть, там и другие есть, это и моей семьи коснулось, и каждого коснется, кто считает, что не коснется и сидит сегодня молча. Я не молчаливый соучастник в данное время, не оппозиционер, я просто не буду молчать до тех пор, пока в республике все это не прекратится. И все же о бесплатной акции. Почему так получилось? Я не видел ни одного сотового телефона, я не видел ни одну машину. То есть вы отвергаете этот факт, такого не было? Я не знаю, не было, никто не видел. Скажите, пожалуйста, на митинг 26 января руководители республики были приглашены? Все, я вам еще раз говорю, я за 2 дня до этого митинга приехал и 25-го вечером только познакомился с Макшерипом Аушем. Приглашены были все, уведомления были сданы, все было так, как положено, но там на месте, где должен пройти митинг, сделали КТО, контртеррористическую операцию. И вы видели, что произошло после этого. Я хотел что сказать. Кому выгодно, тут вопрос был, да? Кому выгодна эта ситуация? Любому. Чукче с Чукотки, если дома нету хозяина. Если я не хозяин своего дома, Чукче с Чукотки выгодно прийти и сделать все, что угодно. Понимаете? Хорошо. Каждый может приходить откуда угодно, соседи, из Чечни, из Кабарды, и делать в этой республике все, что ему хочется. Еще Исам Магомедович, у меня к вам как раз вопрос. Подождите минуту. Еще говорилось о американских деньгах. Мне 28 лет сегодня. Против меня какие только листовки правительство не выкидывает. По всей республике. Возле больницы, на рынках, везде. В данное время у нас имеются материалы, у нас имеются о нарушении прав человека, доклады Временной комиссии депутатов. Взять эти доклады, отсерить их и раздать населению у нас возможности нету. Исам Магомедович, руководители республики были приглашены на митинг, да? И митинг, насколько я помню, был в поддержку курса президента РФ Путина против коррупции и терроризма. Почему даже идея вызвала такую негативную реакцию? Я был приглашен на этот митинг, по-моему, могу ошибиться, но, по-моему, я был приглашен тоже на этот митинг, но буквально до этого, за несколько, когда у нас выборы прошли, в марте, да? Нет, до январского митинга, 2 декабря прошли выборы,
В Ингушетии за курс Путина проголосовало 97%. Какой еще митинг нужно поддержать Путина митингом в Назрани, когда республика представила сведения, что за курс Путина проголосовали 98%, хотя я считаю, что там погрешности, наверное, есть. Мы самые преданные курсу Путина люди, и вдруг мне пишут бумагу поддержку курса Путина, давайте сделаем это. Зарегистрировали в Соединенных Штатах этот сайт, кучка людей там, понимаете, крутится, по всему миру полощут республику. Да, есть проблемы, есть серьезные проблемы. Я категорически против насильственных действий силовых структур. Я знаю, что там имеет место злоупотребление, я знаю, что они нарушают закон, когда они проводят операции. А что, мы здесь каждый день видим по телевидению в Москве, когда в намордниках приезжают, окружают, ложат в грязь людей, разбивают, убивают, уносят их. Это что, предусмотрено законом? Нет. Тем более не предусмотрено боевыми техникой окружать дома и расстреливать тоже не положено. Я понимаю, проблемы есть. Но с проблемами полоскать республику на весь мир, так, только становящуюся республику. Руслан Султанович. Можно я перебью вас? Есть нынешний, есть бывший президент. Да, тогда была оппозиция, сейчас есть. Но тогда Руслан Султанович Аушев каждый день приходил на стадион. Тогда по Руслан утрам, Султанович я с ними, я Аушев, бывший дзюдоист, по утрам каждый день играл в футбол. Но нынешнего мы вообще не видим. Руслан Султанович, вот... Очень плохо, если он не приходит к вам. Может, давайте я что предложил? Все-таки мы в такой студии, где молодые, будущие, я надеюсь, великие, как Лена Мастюк, будут журналистами, вот, и в какое-то нормальное русло все это переведем. Во-первых, я бы хотел сказать чуть побольше, а все-таки я был президент, информация была больше, ситуация на Кавказе. По поводу, какие-то силы хотят там что-то. Конечно, кто-то всегда хочет щипнуть, понятно. Но у этих американских сил и других сил были две прекрасные возможности вырвать Кавказ. В 1994 году, когда началась Первая Чеченская война, и в 1999 году, когда началась Вторая Чеченская война. И первый раз, и второй раз, и Америка, и Европа поддержала тогда наведение конституционного порядка, а здесь контртеррористическую операцию. И там, что хотели, федеральные войска это и делали. А после 2001 года, после 11 сентября, вообще союзники стали. Начиная от Кавказа и кончая до Афганистана. Поэтому сегодня с какого бока? С какого бока сегодня там они решили тут рвать? Все нормально. Мы туда нефть, газ, они тут нам все поцелуйчики, все хорошо. Руслан Султанович. Поэтому первый вопрос. Второй. Что происходит? Не только там в Ингушетии, а в Ингушетии, говорю, как место самое слабое, она рвется. Вопрос один, который сегодня стоят, люди говорят, почему в республику заезжают люди в масках, вооруженные гранатометами, пулеметами, автоматами, на машинах тонированных и забирают людей. Какой-то закон должен существовать. Объявляют вот эту площадь контртеррористической операции. Минуточку. Контртеррористическая операция на Кавказе была, еще помню, была объявлена в 1999 году. По всему Северному Кавказу. Ее что, отменяли? Не отменяли. Она как была, так она сегодня и существует. Потом, ну как, даже при контртеррористской, почитайте законы, а я его много раз читал, там не нарушаются основные права людей на Конституции. Вы вот представьте картину, вы сидите дома, к вам залетают, кого-то вытаскивают во двор, идет стрельба, убивают. Если кто-то совершил преступление, никто же не против. Возьмите, арестуйте его, дайте ему адвоката, проведите следственные действия, подержите его в изоляторе, проведите следственные действия, докажите его в суде, и пожалуйста. Ну почему сначала стрелять, а потом доказывать? Вот о чем речь идет. И со мной это была проблема. Один раз залетели, второй раз, когда война в Чечне была, начали вешать на ярлыки, да в Ингушетии все боевики, да там вот эти все боевики, все прячут среди беженцев и так далее. Да мое какое дело там, я вижу, что беженцы. Кому надо, тут разбираться. Мы ни до кого не позволяли в силу нашу силу, и поэтому со многими федеральными министрами и в администрации везде с этим ругался. Вы что делаете? Разве может человека ни за что, ни про что, раз, дать ему ярлык и уйти? Довели ситуацию в Нальчике. Это чистая ситуация в Нальчике 2005 года. Вот эти действия все были. И никакого другого там случая не было. Раз 5 раз молюсь, иди в ваххабит. Раз девушка платок носит, тоже радикалка, террористка, там, смертница и так далее, и так далее. И довели людей. Спокойно в Кабардино-Балкарии. А про что про наших горячих парней говорит? И поэтому любой брат, который видит, что его брата ни за что, ни про что, вот в том же Сурхаке, дальний мой родственник. Кстати, дважды был
В пригородном районе пострадал, еле-еле там деньги собрали, построили дом в Сурках и приехали. Так возьмите его, он работал извозчиком на машине, арестуйте, остановите ГАИ, иди сюда. Вот ты то-то, то-то сделал. Это же можно было сделать? Можно. Почему окружить бронетранспортером, расстрелять, наехать на «Жигули», который его кормил, его задавить в лепешку и все остальное сделать? Беспредел это. Ну, а в том-то и речь. А для чего тогда республика нужна? Для чего нужен президент, парламент, правительство, министр внутренних дел и все остальные? Тогда уйдите, скажите, что мы не можем. Дайте тем, кто... Вот, тогда давайте объявим федеральное правление, о чем мы просили. Наведите федеральное правление. Войска вести вели, а порядка стало меньше. Мы просили с 92 года, ведите федеральное правление туда, в пригородный район. И тогда может порядок какой-то будет. Ничего подобного. Поэтому о чем тут говорить? Об этом речь, об этом люди говорят. А вот ко всему прочему, давайте бешеную коррупцию по всему Северному Кавказу идет, и поэтому молодежь идет радикально. Радикализм-то оттуда наступает. Поэтому они не видят справедливости. Когда они видят справедливость, когда они видят, власть приблизилась к ним, вот тогда они будут себя чувствовать у себя дома. А это все остальное, хулиганство было и будет. И русские будут возвращаться, и грузины будут возвращаться, и все будут возвращаться. Магомед Хамзатович, митинг был изначально объявлен как мирный. Почему, как только начали его подавлять, буквально через несколько минут появились бутылки с зажигательной смесью? Ведь это факт. Почему? То есть получается, что люди готовились не к мирному митингу? Я вам еще раз говорю, я только 25 числа вечером познакомился с самим Макшерипом Аушем. До этого они проводили митинги. Я был на митинге, конечно, в ноябре месяце, по-моему, когда украли его сына и племянника. Я как раз приехал в республику, в сентябре, да? Я как раз приехал в республику, находился дома, и с утра до самого позднего вечера, пока не вернули его сына и племянника, я находился там. Но потом они еще проводили митинги и увидели, как их избивали. Может быть, если начнут в следующий раз еще раз избивать, лицо ингуша это превыше всего. Но когда такой же ингуш за 6 тысяч рублей выходит и начинает тебя избивать, это, я не знаю, это если многие ингуши потеряли честь и совесть, если они думают, что и другие потеряли, они в этом ошибаются. И вся проблема Ингушетии именно в этом находится, что некоторые продались и думают, что с остальным можно делать все, что угодно, и что они такие же, как и они. А что там было, почему это делали, я вам не могу сказать. Может, среди этой молодежи оказались те, которые в прошлый раз, которых избивали. Поэтому я не владею информацией. Скажите, пожалуйста, в нашем зале есть кто был 26 января в Назране на митинге? Екатерина, позвольте. Я не была 26 ноября. Я понимаю, что все, что касается Ингушетии, оппозиции, сейчас это апеллируется ко мне. Многие из вас меня знают. И знают не как оппозиционера, а который человек, который многие годы, начиная с 2004 года, даже когда ребенок лежит мой в реанимации, я иду для того, чтобы провести мероприятие государственное. Вы говорите по поводу митинга. Я не была в январе, я была на ноябрьском митинге. И я была свидетелем того, как мои друзья из Министерства внутренних дел, из ОМОНа, я командовала целыми коробками на парадах, избивали этих мальчиков, потом говорили, какого черта ты сюда приехала. Он мне звонит по телефону, подполковник МВД, и говорит, не смей приезжать, Роза. Я говорю, будет разгон? Он говорит, будет. Мы готовимся. Мы готовимся. Я говорю, не может этого быть. Галаш арбабыет. То арбабыях. Они выйдут. Не смей приезжать, у тебя 3 сыновей. Я поехала. И я была свидетелем того, как били 15-летнего мальчика, наши же мальчики. Я не могу обвинить ингушей в этом. Когда мне говорят, ты их защищаешь, что пусть идут там, работают, вкалывают. Нету работы. Они вынуждены работать. И не только потому, что вынуждены. Многие из моих друзей действительно защищают Родину. Защищают меня, моих детей. Но когда руководство республики, и я говорила об этом, и снова повторяю, начинает делить людей, ингушей, на правых и неправых, я сегодня в качестве неправых. Для меня Аушев ничего не сделал. Но я боготворю его. Боготворю как ингуша, как президента. Понимаете? Я больше работала на авторитет Зязикова. Но когда Мурат Магомедович говорит, это кто? Это комиссарша в кожаной юбке? Это скандалистка? Я не скандалистка, мне не все равно, поэтому я поехала на митинг. И видела, как мои друзья из МВД бьют этого ребенка 15-летнего, а потом гонятся за мной. А потом вы спрашиваете, почему 26-го готовили зажигательную смесь? Я не оправдываю их, я против этого.
Я против того, чтобы на сайте говорили, я была в ужасе, когда увидела информацию на собственном сайте, где я сейчас работаю и возглавляю объявления об этих лотереях и все прочее. Что это было? Это уже наша вина, и мы это признаем. Но сегодня ставить вину сайту, то, что мы разжигаем. Скажите мне, пожалуйста, вот стоит оператор ингушского телевидения. Хоть раз ингушское телевидение заикнулось, сказала о том, что убивают офицеров, убивают, солдат убивают, убивают детей, убивают парней. Хоть раз заикнулась, не позволят. Не позволят произнести имя Аушева на телевидении, потому что тоже персона нон-грант. Понимаете, и это надо признавать. Если мы хотим, я что, враг вам? Или я враг Руслану Албогачиеву? Я благодарен студии вообще, но я хотел бы сперва сказать о том, что я с большим уважением отношусь к Руслану Султановичу Аушеву, с большим уважением к Марату Муратовичу Зязикову, и будет третий президент, относиться буду также, поскольку и ислам, и религия, и далее у нас вообще, мы в принципе маленькая нация вообще. Очень обидно то, что сейчас вот такое вот разогревают эту тему, во-первых. Во-вторых, мне кажется, все-таки эту тему разогревать начали после этого фильма. Я вкратце не отступая, скажу вот чуть-чуть. Вы знаете, вот второй фильм все-таки оставляет желать лучшего, поскольку я вспомнил слова одного очень такого интересного продюсера, который в свое время раскручивал Алсу. Его спросили, а как вы сделали из нее певицу? И вот он сказал, вы дайте мне $1 миллион, я из табуретки сделаю актрису. То есть вы говорите, что... Вы понимаете, меня вот возмущает, вот как депутат законодательного собрания, вот у меня здесь очень много писем. По фактам похищения, конечно, парламент работает. Мы обращаемся, это тонна макулатуры, отправляем письма. Ну, в какой-то области есть результат, а в какой-то нет. Но это, опять же, мы должны понимать, что есть федеральные, есть правовые рамки, поле, все такое. Но вот у меня вопрос такой, почему вот, допустим, уважаемые корреспонденты не снимают фильм там о тех же беженцах, об их социальных бытовых условиях? Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот почему вы не снимаете то, о чем вам сейчас сказали, да, депутаты Народного собрания, и скажите, как журналистам в принципе работается в Ингушетии, что им там дают снимать? Корреспондентам РЕН-ТВ. Мы можем посодействовать, и, в принципе... Знаете, я вот за, наверное, не далее как вчера звонил в Ингушетию, потому что у меня утренние выпуски новостей, с просьбой прокомментировать ситуацию с все-таки, что такое происходит, когда одним выстрелом, извините, убивают зампредседателя Верховного суда. Да, но по аналогии убивают и вашего коллегу в ГТРК в Дагестане. Так что сейчас происходит вот буквально на интернет-сайте. Одну секунду все-таки. На интернет-ресурсе Ингушетии.ру сейчас информация о том, что Кадыров и Ямадаев перестреливаются. Почему об этом никто не говорит? Знаете, я здесь мало говорю, потому что у меня есть возможность говорить в эфире, у вас нет. Я поэтому все-таки даю вам все-таки больше высказываться, потому что когда мне дают возможность высказываться, я высказываюсь в эфире, потому что у меня есть доступ все-таки к эфиру больше. Как бы уважайте меня тоже, да, потому что я вас уважаю, даю вам высказываться. И я звонил в пресс-службу МВД Ингушетии, с которой в последний раз мы встречались, есть девушка Мадина. Она говорит, у нас, извините, ничего нет, мы сейчас этого комментировать не будем, что это вообще такое произошло. У нас, когда убили человека из прокуратуры Саратовской области, вы помните, что было, да? Вот если сейчас мы как бы Ингушетию, вот получается так, что спустили на тормозах, потому что, и это, кстати, ну, может быть, вина нашего канала, потому что нужно было, раз мы с Саратовской областью показываем, что там такое преступление имеет общественный резонанс, нужно было ехать в Ингушетию. Но просто, вы знаете, вот у нас такая директива, меня уже никто не отпустит, и наших коллег никто не отпустит в Ингушетию, да, потому что мы не хотим второй раз разбираться, чтобы вот, кстати, 3-й месяц нам так до сих пор и не говорят, как продвигается дело с похищением нашей съемочной группы и вот Олега Орлова из «Мемориала». Потому что когда их выводят через главный вход гостиницы, извините, вот вы себе можете это представить? Охрану с гостиницы сняли по звонку сверху. В гостинице живут 3 заместителей министра внутренних дел русские. Сотрудница гостиницы звонит, что такое охрану снимают. Один из заместителей министра говорит, все в порядке. Увозили люди профессиональные. Ну, извините. А кто увозил? Не меня, Орлова. Увозили профессионалы, которые умеют с этим работать. Руслан Магомедович, можно вам слово? Скажите, вам известно что-нибудь о расследовании, которое ведется вот освещать на телевидении эту тему, понимаете, потому что просто на голых словах я не могу это рассказать, да, и как-то прокомментировать то, что мне сказали по телефону. У нас есть такое правило, вот в моем сюжете, это что не снято, того не было. Видите, мы не говорим о том,
не измышляем чего-то там, не придумываем. У нас Вы говорят... ответили на вопрос. Почему не снимаете в Майском? Скажите, пожалуйста, беженцев. В Майском почему мы не снимаем? Да. Я не дали, как, например, в 2005. Поселок новый, пожалуйста. давайте сейчас, мы сейчас все... Не, пусть ответит. Кто будет отвечать? Потому что, например, давайте, если мы сейчас ваши все первоочередные задачи посмотрим, да, у вас тоже могут быть какие-то. Просто чисто физически, вот я как человек не могу разорваться, да, но в 2005 году я снимал, как было скандал с распределением земли среди беженцев в Карабулаке. Было такое, да? Это внутренние проблемы субъекта нашего. Я не думаю, что настолько не исключение. А есть вот беженцы, это действительно факт. С беженцами, с распределением земли среди беженцев было, да. Пожалуйста, мы это освещаем. Я задала вопрос о расследовании по делу похищения РНТВ. Конечно, очень плохо, когда с корреспондентами поступают вот так, как произошло. Я не признаю никакие объяснения, что это были боевики, что это были спецслужбы. Для меня нет разницы. Для меня сам факт омерзителен, когда человек, представляющий средства массовой информации, вот подвергается вот таким акциям. Скажите, а результаты есть расследования? Дело расследуется, чтобы вы знали, вот по этой книжке, которую я принес, в России раскрывается примерно 51% преступлений. 49% остаются нераскрытыми. Пока не раскрыто. Пока не раскрыто. Да. Хорошо. Будет раскрыто, наверное, когда вот немножко успокоится. У нас молчит Руслан Аушев, я даю ему слово, чтобы он высказался, потому что так получается. Ну, я бы чуть-чуть Диме помог. Кто-то говорит ну, больше, кто-то меньше, это просто давайте, ругать федеральный канал, это, конечно, это полезно и нужно. Суть демократии. Но почему республиканские каналы молчат? Очень Эта плохо. система же была Очень такая. плохо. Сняли у тех же замминистра, министра, которые погибли, всю ситуацию с беженцами, с погибшими. Снимите на телекомпанию Ингушетии и перегоните ее сюда, и со своими журналистами. Он откуда там пойдет, разберется в том, что мы не можем разобраться с соседями, сами людьми. Чего же мы на него все хотим? Минуточку. Стоп. Минуточку. Он свободный художник. Он не снимает и будет спокойно себе жить. И никто из него не спросит. Он получает по своему договору, по своему гонорару, он свои проблемы решает. Почему местная телекомпания, наша, республиканская, не снимает эти факты, не перегоняет сюда на первый канал, на второй канал? Почему? Потому что не покажут здесь ничего. И потому что там никто добиваться не будет. И не покажут там. Я с этим согласен. А что ж тогда говорить? Что вы хотите с РНТВ, который надо спасибо сказать, что еще хоть приезжать по такому поводу? А можно такой вопрос? Вот была информация на сайте, да, что 16 марта, когда должен был выйти в эфир тейп несогласных, свет выключали. Это правда? Я не была Во многом, там и свет не нужно выключать, там РЕН-ТВ не показывает вообще. Его отключили уже сколько? Года два, да? Ну, вот за время Года два РЕН-ТВ вообще не показывают. Через спутниковый канал вылавливаю, потом на диске записываем. И я хожу, распечатываю их, не знаю, деньги где-то ищу, но миллионы до меня не дошли, по крайней мере. Я их раздаю, эти диски. Я и оргкомитет по митингу, мы раздаем эти диски, чтобы народ видел, что творится. Да. Тейп не согласен? Сайт Ингушетии тоже не показывает, РЕН-ТВ тоже не показывает. Скажите, а какие каналы показывают в Ингушетии и какие Первый, есть? второй, Ну, знаете, в республике прошлым летом народ негодовал. Каждый день что-то происходит. Похитили ингушей в пригородном районе, похитили во Владикавказе. Почему это не показывают? Ну, знаете, вот случайно Ингушетия прошлым летом попала на федеральные телеканалы. Даже не после убийства первой русской семьи учительницы, а вот когда камеру съемочной группы Ольги Кирий на кладбище буквально снесло взрывом, и это днем пошло, это был мертвый сезон. В Москве, видимо, не так хорошо контролируют информацию. Все каналы показали, вот в Ингушетии события. И с конца июля прошлого года про Ингушетию начали много чего сообщать. Люди правильно говорят, до этого не сообщали. Ну, журналисты такие люди, все кидаются писать об одном и том же. Мы сегодня в нашу студию приглашали Алексея Малашенко, эксперта из Московского центра Карнеги, но он не смог прийти. Мы записали с ним интервью. Он недавно заявил, что разочаровался в ингушской оппозиции. Собственно, вот мы пришли к нему и узнали, почему так произошло. Оппозиция, с моей точки зрения, не всегда себя честно ведет. И классический пример того, что произошло после выборов. В общем, выборы были фиктивными. Но и критика их была фиктивная. Сейчас я уже не помню по памяти эти цифры наизусть,
но не то по данным оппозиции, не то 3,5% пришло, не то 20% там пришло, во всяком случае тоже цифры липовые. А поскольку, значит, начали выяснять, как это все происходило, как оппозиция выяснила, что пришло, ну, предположим, 3% эти самые, выясняется, что она ходила по дворам и спрашивала, проводил какие-то опросы, так сказать, по линии там тейпов еще, но этого не было. Я уж не говорю о том, что это просто невозможно. Поэтому при всем моем уважении к мнению оппозиционеров, я думаю, что ребята несколько погорячились. Их цифры тоже не верны. И, кстати, это же признают правозащитники, которые в тот момент там находились, которые прекрасно знают обстановку на местности, которые, простите меня за вульгарное выражение, за это неоднократно получали по шее. Это люди честные, грамотные. Если они это говорят, то я им больше... Есть мнение, что это все-таки не борьба, да, за справедливость, а просто борьба за власть. То есть те люди, которые сейчас не у власти, хотят убрать конкретно Зязикова. Правильно, я с вами согласен, но вы знаете, у нас вот такое, я бы сказал, комсомольско-марксистское представление. Эти хорошие, эти плохие. Давайте искать только хороших или только плохих. Все перемешано. И те люди, которые действительно являются честными, совершенно ясно, порядочными, так или иначе, если они борются, то они борются за власть. Как можно бороться за власть и в Ингушетии, и в Дагестане, я не знаю, и в Ярославской области, например, не учитывая вот ту политическую среду, те политические приемы, которые там существуют. Что они будут выходить в белых одеждах и говорить: «Боже, какие мы честные, а возлюбите нас немедленно». Такого не бывает. Поэтому в этом обществе, кто бы, какой бы ангел ни появился, он будет пользоваться теми приемами, которые существуют. Даже если ему это противно, даже если он захочет быть абсолютно честным. Это политика. Многие СМИ пишут, что Ингушетия сейчас вторая Чечня. Вы с этим не согласны, как я понимаю? Я принципиально с этим не согласен. Принципиально. Во-первых, роль Ингушетии для России несравненно ниже, чем роль Чечни вот там, когда был конфликт в то время. Во-вторых, в Ингушетии, за исключением, некоторых, я бы сказал, специфических людей, никто и не помышляет ни о каком сепаратизме. Все хотят жить нормально, но в рамках Российской Федерации. Да, там есть некоторые составляющие, которые чем-то напоминают Чечню. Те же тейпы, которые протестуют, та же власть, которая себя непонятно ведет, тот же радикальный ислам и много чего там есть. Кстати говоря, и тоже бездарное поведение силовых структур. Но сепаратизма и криков «давайте выйдем из России и создадим халифат» на массовом уровне там нет. Покажите мне ингушского Басаева или Масхадова. Вот пальцем покажите. Ну или хотя бы его половину, его треть. Нет там таких людей. А то, что сравнивают, на то они и журналисты, чтобы сравнивать. Руслан Султанович, хочу у вас спросить, как вы относитесь к ингушской оппозиции? Вы очарованы или разочарованы? Да нету ингушской оппозиции. Есть люди, которые не согласны с тем, что происходит в республике, вот и все. Вот он правильно сказал, я не оппозиционер. У него болит душа и болит. Что вы с этим сделаете? У любого из нас болит душа. Что такое Ингушетия? Вот. У меня все, кого там вы скажете, любым каким-то боком становится моим родственником. То ли по отцовской линии, то ли по материнской, то ли через брата, через другого и так далее, и так далее. Там моего двоюродного забора трудный плетень всегда найдется. Вот. Вопрос в этом, не в этом. Вопрос в том, что вот действительно вот эти ауши, о которых говорят, как должен был поступить, когда мне звонят и говорит, что на выезде из Грозного захватили сына и племянника. Мы тоже тут всю ночь не спали, там поднимали все, что могли на ноги, чтобы ровно за час до расстрела. Уже все, их приговорили, должны были расстрелять. Увезли он за Урус-Мартановский район куда-то, а потом отдали в Шалях. На каком основании, в Шато, вернее, на каком основании все должно было произойти? Я говорю, вы представляете, что вы делаете? И вот они, он правильно говорит, а какой способ? Власти не слышат. Ночью, ровно, в 2 часа ночи их там освободили. Мы там всю ночь, я плохо, я был в командировке, сейчас в командировке сидел всю ночь на телефонах. Так в том-то и речь. Зачем опять создавать? Он говорит, Басаевых нет. Еще так будет продолжаться, любой возьмет, станет Басаев еще покруче, чем Басаев. Вот так, если вести страну, вернее, этот регион. Говорили, вот что, все произойдет, если одного там уйдет второго. Та же ситуация. Мы, конечно, нет той Чечни, которой не было, но надо же правду говорить. Давайте возьмем ситуацию на всем на Кавказе, причем не только Ингушетию. Возьмем Дагестан, Чечню и так далее. Это же халифат, откуда он появился? Он появился от того, что вот эта вся ситуация на Кавказе, она была с 90-х каких-то годов.
Одна война появила экстремизм. Любая война ведет экстремизм, надо понимать. Русско-кавказская война, появились мюриды. Воевали, сказали, мы ничего не сможем с ними сделать. Большевики объявили их мюридами революции. Тоже воевали. Советская власть со всеми органами давила, не могла подавить. Первая война родила радикальный экстремизм, назвали его ваххабитом. Сейчас вторая война родила кого? Халифат. Что родит дальше? Никто не знает. Почему? Потому что эти все, которые уже, вот эти 190, ведь помнишь, Лена, помнишь ты, когда первая война чеченская была? Там 80% ни за Басаева, ни за Масхадова, ни за Ичкеру шли. Они шли только потому, что они были согласны, они даже против них были. Но как только первые бомбы посыпались, они взяли оружие и пошли защищать свою родину. Хотя будучи против. И вторая война также была. Так можно на ровном месте сделать пожар. Сейчас насколько опасна ситуация вот именно для развития таких тенденций? Вы понимаете, еще здесь одна проблема. Я понимаю, нужно, конечно, хотелось бы, чтобы была стабильность, но я уже другими способами делаю. Не так же делать стабильность. Надо говорить правду. Надо поступить правильно, надо поступать честно, с Кавказом, справедливо. Справедливо и честно, и все остальное. И надо говорить, если болячка есть, так говорите, что это болячка. Нельзя же все пудрить, и потом руку отрезать надо будет. Вот о чем речь идет. Когда говорили правду, я говорю, не воюйте с чеченским народом, они готовы подписать. Нет, они там все террористы, их надо всех уничтожить. Сегодня вот видите, что происходит. Уже внутри, а сегодня что такое Чечня? Кадыров одно, вот эти, которые говорят, там несколько вооруженных группировок, которые как бы ходят. Федеральные войска, там, боевики в горах, третье. И народ, забытый, заброшенный всеми, пятый субъект этого всего процесса. И что там дальше будет, трудно сказать. Жизнь-то не останавливается. И самое еще, которое вы можете сделать, это радикализм, который идет сегодня. Ведь сегодня они же не объявляют Чечня, Ичкерия там независимо. Они говорят, Ичкерии нет, Ингушетии нет, халифат есть. В Афганистане, в том же Афганистане, в Ираке, посмотрите. Саддам Хусейн был, все думали, а вот сейчас Саддам уберем, все будет нормально. Ну и что Саддам убрали? Что сегодня американцы? Сегодня 40 убитых и раненых. И сегодня в Афганистане вот эти талибы, которых сами же сидели в мечетях, учили Коран, они сегодня взяли за оружие и дают сегодня жару коалиционным войскам. Не могут они ничего сделать на юге. И сегодня на Кавказе появились люди, которых идеи вы не убьете никогда. Идею можно победить, только идеей. А идея должна быть справедливость, честность, убрать коррупцию и поставить все, чтобы люди спокойно дышали. Их никто не убивал, не звал и так далее. У меня вопрос к вам. Вот акция «Я не голосовал», да, такая скандальная, они так много говорили. Почему до сих пор не обнародованы никакие документы с ней связаны? Почему она вот так вот затихла и все? Этот же вопрос мне задавали неделю назад. Я была на заседании парламента Евросоюза. Мне никто не платил, поверьте мне. Хотите, я вам честно скажу, я бывший главный режиссер театра, который в театре проработал 33 года. Я сегодня мою полы для того, чтобы выжить. Это вам, к тому, что я на кого-то работаю. Я работаю только на себя и на своих детей. То, что касается акции. Я не видела этих документов. И поэтому говорить, я видела часть документов. Это не те тысячи, о которых говорили. Если бы я их видела воочию, эти тома, я могла бы утверждать, что они существуют. Я видела массу заявлений, и свое точно так же, потому что я не голосовала ни в первый, ни во второй, ни в третий раз. И поэтому этот вопрос, я думаю, можно снять вообще с повестки дня, поскольку сама ситуация... Даже если бы она была доведена до конца, я требовала, чтобы эти заявления сдали в прокуратуру для того, чтобы поставить точки над «и». Мы говорили с юристами, но даже если бы эти документы не были даны, те люди, заявления которых мы показали, они были опрошены в Ингушетии, и они пошли в отказную. Роза Султановна, я читала интервью Магомеда Евлоева, да, ему задают точно такой же вопрос, и он отвечает, что он не будет заниматься дальше этим делом, потому что, в принципе, его вполне устраивает кандидатура Билана Хамчиева, нового депутата от Ингушетии, и поэтому все. Так никто же не против Билана Хамчиева, никто не против Мурада Зязикова, как
ингуша, как человека. Вопрос в том, что идет коррупция. Ислам Магомедович, вы лучше меня знаете, как проводятся выборы. Во всей стране и во всем мире не соответствует реальным выборам нигде. Нигде. Даже в Соединенных Штатах. И везде есть приписки, и везде есть искажения. Но смысл-то вам вот в эту дождливую погоду ходить по улицам, вытаскивать безграмотных стариков. Ты ходил на выборы? Никакой смысл? Что вы преследовали? Просто вы понимаете, если бы мы не набрали бы нужное количество, мы просто остались бы без представителей. Вы это понимаете вообще? Вот нужен нам представитель в Госдуме, понимаете? Вот Чечня, молодцы, 5 представителей, у них будет мало голоса. Вы официально... То есть, ну будет сейчас 5-м. То есть, если я правильно да Билана понимаю... Ханчиева и без того избрали бы без 90-80% и стыда на всю Россию. Стыда! Да, ну... Кабардино-Балкария проголосовал, больше... Черкесия голосовала. Чечня проголосовала. Я по этому поводу проводил 4 марта митинг. Должен был пройти, принес уведомление в правительство, где надо мной посмеялись, сказали, тут, я говорю, по закону вы должны принять, тут нету никаких законов. Я говорю, как нету? Нету вот так. Я сразу по почте отослал, ну и что? Они пропали, что по почте. Я сразу пришел, сразу же в прокуратуру в этот же день сдал документы, что вот так, не вот так ответили, чтобы они рассмотрели. Никто не рассмотрел. Потом, после этого, 3 числа, 4 должен пройти митинг, 3 числа Албогачиев вместе с Хаутиевой, депутатом, еще кем-то, садятся по телевизору и объявляют, что мы какие-то нелюди, что вас ведут в войну. Как войну? Если люди вышли, зачем война? Вы, сотрудники МВД, сделайте, оцепите это место, проверьте, что там нету бомб. Пусть люди выйдут и выскажутся, что они. Если, как они говорят, только нас 5, то им вообще легко будет с нами справиться. Если нас 5, после выступления Албогачиева с нами оппозиции в данное время находятся депутаты парламента, они сразу мне дают номера Хаутиевой и Албогачиева. Я набираю Хаутиевой, она, женщина, что я с ней буду говорить, как истеричка кричит, я положил телефон. Хотя она говорила о том, что эти люди сделали для ингушей, кого-то в школу устроили. Я с 19 лет, с 99 года, как Руслан Султанович Аушев закрыл представительство по России, с 99 по 2005 год возглавляю ингушскую диаспору Республики Адыгея. Я много чего сделал, но я не хочу говорить, что я это сделал, тому это, почему это не показывают. Я об этом не говорил никому, я это делал ради Аллаха, а не для кого-то еще. Я позвонил Албогачиеву и говорю, почему вы так говорите? Вы же не знаете кто, я знаю кто вы мне родственник, он родственник. Вот Ваха, я с ним молодой, в бильярд играл, может он меня не помнит. Мы родственники, мы все родственники. Я Албогачиеву говорю, раз вот такая ситуация, давайте встретимся, обсудим, мы же один народ. Поговорим, я приеду к вам, куда вы хотите, все, кто со мной приедет. Он говорит, не надо приезжать, я завтра сам к вам, оргкомитет офис. Я называю ему адрес, но мы его не видели. Пожалуйста. Никто нас слушать не хочет, ни депутаты, ни президент, никто. Вообще все скрылись и сидят, никто, и все говорят, заметьте, только 5 человек недовольных, все остальные довольны. Но если 5 человек, чего они боятся? Возьмите уведомление, дайте народу выйти. Будет 50-500 тысяч человек, а не 5. Муса Магомедович, скажите, если действительно бы вышли столько человек, сколько недовольны и свободно, мирно высказались, неужели это так страшно и так опасно для Ингушетии? Ну просто власти... Я вам говорю, запретили митинг 26-го, потому что 25-го накануне в Назране, в самом населенном месте, появляется автомашина, взрывается автомашина, начиненная 15 килограммами тротила, и погибший, за рулем сидевший, житель Северной Осетии. Понимаете? Вы вдумайтесь в том противостоянии, которое между Ингушетией и Осетией который год стоит. Завтра планируется митинг, и сегодня самопроизвольно машина взрывается, человек приехал заложить эту мину. Понимаете? И он взорвался. Но самое главное не то, что взорвался. Самое главное, это житель Северной Осетии, гражданин Чеченской Республики. Вы понимаете, как должны думать спецслужбы, когда завтра вот такие экстремистские элементы приходят туда, а когда гибнут, начнут собирать останки этих трупов, это будут мирные граждане, которые любопытствующие, смотрящие там. Нельзя так легко относиться в этом регионе к этим митингам. Я категорически не согласен с политикой средств массовой информации Ингушской Республики.
Я считаю, что каждый оппозиционер должен иметь возможность высказаться и в газетах, и в телевидении. А почему им не дают высказываться? Я вам говорю, я вам еще раз говорю, я не согласен с этой. Но форма выражения своего несогласия должна быть не такая, как вы показали. И форма освещения проблем республики не должна быть такой, как он показал. Вот любой человек здесь, русскоязычное население, который посмотрели его беседу с этой русской девочкой, так, достаточно для того, чтобы в отношении вот этих же ингушских студентов у них заложилось неприятный осадок. Нельзя пропагандировать такие вещи в столь серьезном регионе. Митинги право имеют проводить, митинги должны быть заявлены, их позиции должны быть выслушаны, и по ним должно быть принято решение и парламентом, и правительством, и силовыми правоохранительными надзорными инстанциями. Подождите, я насчет митингов скажу. Говорят, что машина приехала, хотели взорвать. Мы в курсе. Взорвалась. Кто был, мы в курсе. Как прокуратура туда уезжала, как прокуратура ингушскую оттуда выгнали, эту женщину, ее жену, в которой и тротил, все находилось, утром привезли, не дали Следственному комитету Ингушетии ее привезти, сами осетины ее привезли, допросили ингуши, потом ее отвезли. Как все это делать? Мы в курсе все, но я сегодня, наша не вышло, нас знали, что там будет, что будет избивать, не вышли те, которые боятся, что он умрет. Вышли те, кто знает, что может быть все, и их убьют. Лучше как мартышку меня в доме будут расстрелят. Я лучше приду, выскажу свое мнение и умру. Умру во благо своего народа, а не как сидя. Надо жить. Да, надо, благо, если ты будешь жить, работать и приносить пользу и себе, своей семье, денег нет, и республике. Денег нет платить по 50, по 100, по 200 тысяч долларов платить. Екатерин, понимаете, наверное, все проблемы были бы разрешены в том случае, если бы просто одна часть населения, то, что называется руководители, парламент, ну кто угодно, выслушали бы вот другую часть населения. И мы поняли бы друг друга, мы поняли бы, о чем вообще речь идет. У вас сегодня есть такой шанс. Понимаете, это вот сейчас, это вот Руслан, которого я хорошо знаю, это Ваха, это Иса Магомедович, Руслан Султанович. Понимаете, и это я. А то, что касается тех людей, у которых действительно просто так расстреляли ту же самую Терехину. Понимаете, я великолепно знала этого педагога. И точно так же я хорошо знала человека, которого обвинили в ее убийстве. И все средства массовой информации с подачи ингушской прокуратуры обвинили Апеева в убийстве. А в это время Апеев мне, начиная с января месяца 2007 года, я с ним разговаривала по телефону, он в Ирландии, а его обвиняют в убийстве все. И прокуратура ингушская врывается в дом к Апееву, к матери, к сестре, для того, чтобы поймать его. Понимаете, вот откуда все наши проблемы. Мы не слышим друг друга, мы не любим, мы перестали уважать то, что говорит Руслан Султанович, традиции, обычаи, вакавар, вакаварбац, замавар, замаварбац. Я не претендую на роль политики, я вообще не знаю, что это такое. Я хочу, чтобы ко мне, как в 2004-м, не пришли 3 говнюка, извините меня, в масках, Кортбухабя, не смей, Ялышсук, не смей. А я ничего не смела. Я просто вышла на сцену и сказала: уважаемые, вы сделали все для того, чтобы авторитет президента Зязикова своим фильмом уничтожить напрочь. Ингушетия вчера, сегодня, завтра. Оттуда начались все проблемы. И вот мы перестали слышать друг друга. Я говорю об этом. Понимаете, не надо нас обвинять. У нас много проблем. Мы многое делаем неправильно, то, что вы называете Ингушетия.ру. То, что касается 23 февраля, вы не сделали 100-й части того, что сделала я. Я просто скажу. Вот здесь присутствует, минуточку, извините, пожалуйста, вот здесь присутствует первый президент республики, который 10 лет проработал. Сейчас новый работает, кажется, лет 6, да? Я проработал 40 лет в органах. Вот задайте нам вопрос, ему, мне, и здесь сидящим, и всем оппозиционерам, написал ли кто-нибудь из них правоохранительные органы Республики Ингушетия или московские, что конкретный чиновник Костоев, Аушев, Евлоев с меня просит деньги за должность, за назначение, за передвижение, за выделение участка. Хоть одно заявление, он к нему пришел, человек с меня требует. Я лично платила, и потом дали. Вы писали? Нет, не писала. Никто не напишет, но все будут кричать, что все взятки, все погружено. И до тех пор, пока этот менталитет будет,
взятки будут процветать. Ну нет, я прокурор республики спрашиваю. Слушайте, а ну-ка дайте мне все заявления за 5 лет, которые поступили от жителей республики по поводу злоупотребления чиновника или вымогательства. Он мне говорит, одно заявление было, там трубы копал какой-то полковник, подполковник, и то с большим трудом осудили на 1 год или на 2 года. Больше за 5 лет по взяткам ни одного заявления нет. Хотят как? Они будут молчать, а правоохранительные органы должны ловить взяточек, а без показаний взятки не дашь. А заявления не будет и не напишут, но все будут кричать, что взятки. Почему мы все время говорим об этих проблемах? Ну, сколько можно их говорить вообще? Надо подходы другие искать, надо искать механизмы для этих разрешения, и тогда будет все нормально. Я знаю разрешение всего этого. Предложи в письменной форме, в устной форме. Предложение всему народу Никто тебя не ограничивает. выйти и попросить Руслана Султановича Аушева приехать на республику, стать президентом этой республики, и всех чиновников, которые Руслан там Султанович, пусть он заново соберет правительство республики. Руслан Султанович, вы бы согласились, если бы вам пришли с таким предложением? Давайте, мы приехали сегодня не разбирать меня. Давайте, пришли сюда. Давайте, я с уважением отнесемся. Лен, давай мы дальше продолжим. Хорошо, давайте смотрим вопрос. Знаете ли вы, кто такой Мурат Зязиков? Нет. Нет, не знаю. Ну, точно сказать не могу, но в принципе слышал имя. Министр, президент Ингушетии. Он научный деятель. Ну, президент Осетии. Мне кажется, он музыкант. Музыкант? Да. Ну, Мурат Зязиков, такая звучная фамилия. А знаете ли вы, что сейчас происходит в Ингушетии? Конечно, знаю. А что? Проблемы большие, бандформирование воюет между собой, кланы разбираются. Там сложная обстановка, военные и прочее. Что-то прям в тупик ставить. Ну, сейчас, как вам сказать, вражда национальная. Ну что, как везде в нашей стране, бардак. Я живу в Москве, Московской области, меня это слабо волнует на самом деле. Да, ввели войска. Ну, вводят, вернее, не войска сейчас, так называемые спецсилы, но в основном там начнется война скоро. Что люди на улицах Москвы знают об Ингушетии, мы вынуждены перейти к следующей теме. Из интервью президента Республики Ингушетия Мурата Зязикова. Мы единственный субъект в стране, где работает целевая программа по возвращению русскоязычного населения. Она предусматривает обеспечение жильем, работой, строительство православных храмов. Реализация программы на моем особом контроле. В прошлом году к нам приехало более 400 человек. Теперь из новостей. 16 июля 2007 год. Ночью убита учительница местной средней школы номер 2 Людмила Терехина и 2 ее детей. 31 августа. Карабулак. Ночью в собственном доме неизвестными расстреляны муж и 2 сыновей русской учительницы Веры Драганчук. 7 сентября. В центре Назрани убита главный врач станции переливания крови Наталья Мударова. У меня вопрос ко всем. Кто и почему сейчас убивает русских в Ингушетии? Группа людей, финансируемая для дестабилизации обстановки, видя, что в Чечне ситуация зажата. А кто входит в так, группу? В группу входят люди, не согласные сегодня с теми, кто стабилизацией обстановки в республике. Эти люди, боевики, которых отлавливают, ваххабиты, люди, не согласные с этими, люди, находящиеся за пределами, спецслужбы других государств, Ближнего Востока, западной, там, других американских, других служб, платят деньги. И те, которые идут на убийство русскоязычных, вот, которые имели место серии, уверяю вас, поверьте мне, в этом деле опыт большой. Это не в отношении русского народа. Это для того, чтобы снять ныне существующую власть, дискредитировать ее в Ингушетии, что он не управляет ситуацией. Поэтому силы, заинтересованные в свержении нынешнего режима в Ингушетии, убивают вот этих людей. Спасибо. Руслан Султанович. Ну, если шире сказать, вопрос вот в чем. Я не верю в эти все программы по возвращению русскоязычного населения, к сожалению. Я тоже был за то, чтобы побольше вернулось, но с 91 года, с момента разрушения Советского Союза, а потом всех событий и в Москве, и в ГКЧП, и все остальное, и события на Кавказе, идет массовый отток русскоязычного населения с Кавказа. И события здесь, и вот это, помните, здесь лица кавказской национальности, там это отражалось не только там на Кавказе, и за Кавказе это везде отражалось. Я в это не верю. Почему? Потому что и война в Чеченской республике, в первую очередь,
Единственное, там остались все, кто мог, ушел. Чеченцы, ингуши могли уехать к родственникам, разбежаться, а они не могли куда деться. И больше всех погибло, кстати, в Грозном русскоязычное население. И сегодня настолько там ситуация, испуганный с тех времен, и сегодня идет отток. Единственное, где говорят стабильной Северной Осетии, только за счет 58-й армии, офицеры, их семьи живут в Владикавказе, и только за счет этого держится процент. Потому что они приезжают и служат. Все остальные уходят, к сожалению. Нету этих условий для того, чтобы сегодня люди могли спокойно жить. Почему? Конечно, ингушам, коренным легче жить. Родственные отношения друг другу помогут, подскажут, а у них никого нет. У них нет, и этот исход, к сожалению, печальный, и я не думаю, что они вернутся туда. А кто убивает, это должны разбираться правоохранительные органы, это первое. Во-вторых, ну а что вы хотите? Исход. Если министр внутренних дел Республики Ингушетия Кукушкин жил у себя в кабинете, министр внутренних дел боялся выйти на улицу, жил у себя в кабинете, не раз в кабинете спал, в кабинете работал и никуда не выходил. А что же вы тогда с рядового хотите, который живет там в Слепцовской, на границе с Чеченской Республикой, или там где-нибудь в Малгобеке, там в этих таких пограничных зонах? Конечно, тяжело. Тем более, это и вот любой некоренованность, это понятно. Мы там, и при мне это было уже, превращалось в политику. Вот, я помню, при мне это было, когда война была, я знал, что беженцы могут отыграться. Ну, представьте, живет беженец, у него там дом взорвали, он видит, вот, мальчишка по-своему хотел относиться. Мы ночью сторожили, милиция работала, участковые ходили, мы там такое организовывали. Вот, поэтому это было все сложно, и вот это в любом случае никто там, никакие программы, я в эти цифры не верю, там 400, никто не возвращался, кто вернулся, быстро повернулся, уехал назад. Вот, поэтому надо правду говорить, и, к сожалению, вот эти все, кроме коренного наследия, это карта для розыгрыша, очень удобная, легкая, ее можно разыграть и вот так, ее можно разыграть и вот так. Спасибо, Дмитрий. Я могу вам только одно сказать, то, что это действительно не из-за какой-то ненависти к русским, которые там среди ингушского народа ходят, а это дестабилизация обстановки. Тут нужно только разобраться, кто этим занимается. Да, узнали же. Зязиков сам выступал по телевизору, сказал, что это был интернационал, что мы их поймали. Я не знаю, кто был, он их не назвал, можно было бы назвать. Это есть одного. Почему? Посмотрите, вот в таких вещах надо сразу опубликовать. Раз уже кто-то знает, объявите на всю страну, что это был узбек, я пардон говорю, образно, какой-нибудь там нанаец, там какой-то этот и какой-то. Вспомните, когда вот я в Беслане когда был. Ну так всем хотелось ингушетам показать, хотя там был полный интернационал. Ну так объявите, что из этих боевиков, там 50 человек были такие-то, и только ингуши. Я говорю, да перестаньте говорить. Там же не только и осетин там был, и кабардинцы были, и все там были, и кого там только не было. Так объявить нет, ингуши и все. Наш правозащитник. Да, конечно. Просто, Руслан Султанович, просто к нам не далее, как, например, полгода назад пришла директива в программу Максимовской о том, чтобы не называть национальности тех, кто замешан. Говорим, это как лицо кавказской национальности нужно называть, потому что когда есть национальность, там все яснее, понимаете, а когда нет национальности, каждый начинает думать, осетин начинает думать на ингушей, ингуши начинают думать на осетин и так далее. Наш правозащитник, когда мы как-то вы нехорошо меня называете. Ясно, что это часть системного давления на русское население, что это для раскачивания ситуации, все понятно. Только я бы не стал увязывать эту мерзость ни с ингушским народом. Там даже родственники погибших говорят, мы не знаем, почему это, никогда такого не было. Вот после убийства Люляковых, остальных цыган, которые жили в Орджоникидзевской, там просто защищали местные жители, охраняли до сих пор, все откочевали оттуда. Спасибо большое. Но к оппозиции, к тому, что мы здесь называем оппозицией, я бы привязывать здесь не стал. Тут много действующих лиц. Но, по крайней мере, здесь кто-то взял на себя ответственность, и вряд ли стоит в этом сомневаться. Спасибо. Я хочу предоставить слово нашему зрительному залу. Я думаю, уже есть вопросы. Я прошу вставать, представляться и говорить, кому адресован вопрос. Я сейчас подойду. Нужно хорошо понять, что власть, может быть, еще по советской традиции, рассматривает себя как священную корову. То есть некий идол вне критики. Она себя сакрализует и считает себя вне, так сказать, критики, вне преследований, вне каких-то юридических ей вопросов, которые могут возникнуть. И поэтому обращается с народом
естественно, как с некой субстанцией, которую нужно прессовать, сжать, давить, получать из нее энергию для своих собственных нужд. И в случае Северного Кавказа проблема очевидна. Ментальность народа, который воспринимает себя как единое целое, как единую семью. Постоянно звучат разговоры о том, что сядем вместе, договоримся, все ингуши. Она сталкивается с совершенно другой ментальностью, где, с одной стороны, существуют элиты, поставившиеся за рамки всяких вопросов к ним, а с другой стороны, молчаливое большинство. И вот здесь, на стыке этих двух подходов, и возникает коллизия. Власть никогда не будет отчитываться, власть всегда будет вести жесткую, кровавую игру и провоцировать и дестабилизировать ситуацию. Не надо далеко играть, далеко ходить и смотреть в спецслужбах каких-то зарубежных государств. Здесь было совершенно правильно отмечено, что Соединенные Штаты и Федеральный Центр – это давно союзники. И существует проект выдавить Россию с Кавказа, дискредитировать Россию на Кавказе, и при этом определенные силы в центре играют в эту игру и заинтересованы в этом. Магомедова, адвокат Чеченской Республики, правозащитный центр Москва, мемориал. Я просто хочу выступить в роли, наверное, кота Леопольда из фильма. И у меня вот картинка, вот то, что сейчас у нас происходит, возвращает меня в 1994 год, когда начинались события, известные нам в Чеченской Республике. Я хочу сказать вам, чтобы вы проявили мужество, договорились и нашли общий язык, чтобы вот та ситуация, которая произошла у нас в Чечне, не повторилась. И все. Спасибо. Я хотела бы дать всем нашим гостям буквально по несколько секунд, и вопрос у меня такой. Как сделать так, чтобы вот этот ярлык «горячая точка» больше никогда не был связан с Республикой Ингушетия? Буквально по несколько секунд, пожалуйста. Я вам скажу, что надо делать, да? Вот Черномырдин, кажется, сказал: не чешите то место, которое не чешется. И все будет хорошо. Это я вам совет даю. Мы пока живем, есть у нас проблемы, мы с ними занимаемся, у нас есть и оппозиция, есть и несогласные, мы сами с ними разберемся. Руслан Султанович. Если говорить об Ингушетии, конечно, было бы просто сказать, что Ингушетия какая-то изолирована. Республика, это все зависит от многих факторов. Это в первую очередь из ситуации политика федерального центра, это в вторую очередь ситуация в целом на Северном Кавказе и в самой Ингушетии. Вот три фактора, которые воздействуют на нас, как его можно сделать. И одного рецепта здесь нет и не может быть. Почему? Потому что, к сожалению, есть вещи, которые давно запущены. И они, вот я военный термин принесу, которые заложили, мины, которые заложены и в ту историю, и вот на сегодняшнюю историю они заложены. Когда они еще взорвутся, никому не известно. Почему? Потому что многие вещи ретушируются. Вот. Если врачу не сделать правильный диагноз, врач не сделает правильный диагноз, никогда организм, вот Кавказ, и в частности Ингушетия, никогда он не вылечится. А мы все время пытаемся сказать, что организм здоровый, все хорошо, только надо пару уколов ему сделать, и все побежит, как бенгальский конь. Этого не будет. Это нужно... Если мы вот с 91 года, с первых там событий в Грозном, и с 92 года событий в Северной Осетии, ни один, все, которые были сделаны выводы, они с властью, они были сделаны в ущерб будущего Кавказа. И сегодня я не вижу пока то, что если вы уже сколько, 18 лет, 17 лет едем в одном направлении, и ситуация не меняется, а тушируется, то я не думаю, что надо остановиться, провести анализ, определить диагноз болезни, всего ситуации и развернуть назад. Почему? Потому что Кавказ, мы говорили о русскоязычном населении, а Кавказ такой же удобный инструмент для решения многих-многих проблем. Спасибо. Знаете, пожалуйста, не ошибается, говорят, тот, кто ничего не делает. Руслан Султанович Аушев был президентом первым. Есть ошибки у Руслана Султановича. Ошибки такие, которых он осознал. Люди, которые были рядом с ним, они делали все, что хочет Руслан Султанович Аушев, без разницы как, что, все было так, как должно быть нормально. Но эти люди были им безразличны. Если бы даже Руслан Султанович Аушев делал бы плохо что-то, они бы соглашались бы, лишь бы были бы деньги и были бы рядом. Но Руслан Султанович в данное время знает, что это за люди, кто они, которым безразлично, какой президент и что он творит с народом, но они будут поклоняться и
как чуть ли не Богу этому человеку. Вот эти ошибки осознаны, каждый это знает, в данное время есть. Как это изменить? Я сказал и повторяюсь. Весь народ должен выйти, попросить Руслана Султановича Алшева вернуться, собрать заново, он уже знает, кто такие лизоблюды, кто что, собрать заново правительство Республики Ингушетия, и как истинно, как он и в Афганистане везде показывал, что он умрет за свою страну, показать, что он умрет за свою республику. Вам слово. И еще одно, подождите минуту. Хорошо. Меня тут перебили, сказали, что человек постарше вас, не ну типа, чтобы я немножко постеснялся или еще что-то. И ворона живет 300 лет, но ее не стоит за ее возраст уважать. За поступки нужно уважать человека. Султан, вам слово. Я попробую очень коротко. Пожалуйста, я задала вопрос, давайте вы. Я попробую очень коротко. Соблюдать законы. Независимо от статуса. Президент ли, плотник ли, сторож ли. Вот когда мы научимся соблюдать законы и требовать от тех, кто эти законы должен блюсти, чтобы они следили за этим, тогда, может быть, и не будет той проблемы, которая сегодня есть. И последнее, что я, наверное, все-таки, то, что болит больше всего, перестаньте вешать всех собак на ингушей. Это то, что касается убийства русскоязычного населения. В этом задействована власть целенаправленно, планомерно. И наша власть, местная, региональная, потакает этому, не противодействует. И до тех пор, пока войска не будут выведены из Ингушетии, эта проблема будет номер один. Александр Владимирович. Для этого нужно, чтобы выборы стали выборами, а мы не говорили, что вы же понимаете, нам нужно депутата проводить. Знаете, все-таки где-то выборы есть выборы, где-то люди соблюдают и законы, и права человека для них не пустой звук, а бесстыдство не стало образом жизни и образом мыслей. Средства не менее важны для оппозиции, чем цель, потому что средства, они, в общем, могут подменить любую цель. Но это же можем мы сказать не только про Ингушетию. Ингушетия здесь плоть от плоти России. И журналистам нужно дать делать их дело, а не так, как в случае с горящей газетой «Сердолот». Там поймали двух фотокорреспондентов, Куркиева и Царнаева, и заявили, что они не снимают эту горящую редакцию, а что они ее подожгли. Пусть все делают свое дело честно. Большое спасибо, Дмитрий. Я бы сказал только то, что я бы хотел, чтобы все делалось открыто. Вот как сейчас правильно сказали, давайте соберемся, поговорим. Вот мне бы хотелось присутствовать при этом, да, просто чтобы действительно люди договорились, потому что Ингушетия — это часть Российской Федерации, действуют те же законы, что действуют и в Российской Федерации, да, и не нужно, по-моему, вот все-таки говорить, что давайте мы сами с этим разберемся. Мы живем все в одной стране, да. Не нужно говорить, там, если сейчас Татарстан скажет, давайте мы сами будем разбираться с вами, это получится отдельная республика, да. Давайте Ингушетию не будем все-таки вот такими высказываниями вводить как бы за рамки Российской Федерации. Большое спасибо. Я вынуждена закончить наше ток-шоу. Большое спасибо всем, кто был сегодня в этой аудитории, кто пришел говорить.